Я рад вас всех видеть и приветствую Господом нашим Иисусом Христом. Также примите мир все те, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, а также те, которые будут смотреть записи. Также мы вам посылаем наш мир Божий. Даниил Васильевич вот говорил, и мы все прекрасно тоже знаем, что грядут величайшие дни, о которых говорит вся Вселенная. Дни Рождества Иисуса Христа. И мы также здесь будем в определенное время говорить об этих событиях. Как это произошло, что происходило для многих людей, какие события. Но мне сегодня хочется говорить не о событиях, которые происходили в то время, а мне хочется не говорить о причинах Рождества Иисуса Христа. Поэтому мы прочитаем первое место Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Одна из причин, мы видим, рождения Иисуса Христа является миссия спасения человека. И Бог не просто приходит для того, чтобы как-то с человеком наладить контакт, а Он приходит для того, чтобы его избавить, освободить и лишить той причины, которая разделяет человека с Богом. И поэтому тема моей проповеди называется «Утешение мое в Господе Иисусе Христе». Почему я об этом говорю? Хочется говорить. Как-то я недавно прочувствовал то, а кто есть вообще Господь Иисус Христос? И что Он дает человеку? И вот качество утешения во Христе – это то есть та сила, с которой мы можем бороться и противостоять силам, которые действуют против человека. И вот об этом говорит все Писание. Я хотел, чтобы мы с вами прочитали место Священного Писания Иоанна 14:26. Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое», и далее, «научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Обратите внимание, только благодаря рождению Иисуса Христа становится возможность человечеству не только знать, люди до рождения Христа знали о триединстве Бога, но теперь это триединство стало им доступно воочию. Они соприкоснулись с этой реальности. Они увидели рождение Сына Божьего. И это стало не просто как бы сказать, какой-то точкой зрения, веры, но это стало реальностью. Слово Божие, оно стало действенным, в действительности, материализовалось. И после страдания и смерти Господа Иисуса Христа Писание говорит, что Бог посылает нам кого? Дух Святый, которого имя есть Утешитель. Утешитель. Очень часто мы читаем в Библии, помните места в Ветхом Завете? «Утешайте, утешайте, говорит пророк, народ мой». Скажите, кто из нас не нуждается в утешении? Я думаю, нет таких людей. Все мы подвержены обстоятельствам жизни. Позвольте я вам расскажу один личный пример, который случился в нашей семье. У нас на даче была теплица, и она пришла в негодность. И мы собрались, все дети, и решили маме как бы купить новую и сделать ей приятное.
И мы с зятем, у старшей сестры мужем, поехали по объявлению, купили новую теплицу, металлическую, складную, все там. Вот. Разобрали старую, сломали и начали ставить новую. Смотрим, мама что-то ходит, с подозрением смотрит на нас, но молчит. Когда мы уже фундамент поставили, уже все эти, как бы сказать, закрепили, и вдруг она подходит и говорит: это что, половина теплицы? Мы говорим: нет, это вся теплица. Она говорит: как вся? Я говорю: ну вот, новая теплица вся. Дети, говорит, у меня, говорит, в старой теплице помещалось 120 кустов помидоров. А здесь, говорит, и 90 не войдет. Вы что, меня хотите без помидоров оставить? Давайте разбирайте. Мы говорим: мать, ты что, мы уже поставили, все сделали, все собрали тебе. Ничего не знаю, разбирайте. Вы что, меня без помидоров решили оставить? И как заплачет. И как слезы полились. Ничего слушать не хочет. Никаких наставлений, никаких увещеваний. Одно: убирайте, везите мне новую теплицу на 120 помидоров. Мы все в шоке. Старались, и на тебе. Сидим, удрученные все, убитые горем. Что делает Господь? Он посылает одного брата к нам на дачу. А у нас такой в церкви был брат Сергей, очень такой человек, оптимист. Приезжает и видит ситуацию, и говорит: что у вас за траур? Ну, я ему объясняю, говорю: брат Сергей, вот так и так хотели сделать, как Черномырдин. Говорит: а получилось, как всегда. Вот. Он подходит к маме и говорит: сестра Нина, ну что ты переживаешь, говорит. Ну была у тебя теплица на 120 кустов, а сейчас будут на 90. Ну урожай-то ты будешь собирать со 120, так же будешь одинаково собирать. Какая тебе разница, сколько у тебя кустов? Урожай-то будет один. Она так послушала его, И смотрю, как-то у нее взгляд просветлел, и как-то слезы перестали течь. А он еще и говорит: да ты что, не веришь Богу, что ли? Да Бог все может. И такими словами смотрим, она как-то утихла, успокоилась, говорит: ну ладно, дети, ставьте, говорит, уже, делайте. И я вспомнил этот случай и думаю, как Бог интересно делает. Что проходит дальше? Я хочу наперед немножко забежать, чтобы вы понимали. Проходит года 2 или 3. Мама заболевает. Физически немощи начинает. Она уже потом говорит: дети, мне уже эти 90 кустов не одолеть, говорит. Я уже, говорит, мне сил не хватает. Мне уже эти 90 кустов в тягость. А мы говорим: мам, Господь о тебе подумал еще заранее, нежели ты подумала. Он уже о тебе позаботился заранее, что та теплица тебе вообще не по силам будет. Да и это тебе уже велика. Вот способность принимать утешение очень важно. Я хочу спросить, а все ли мы принимаем утешение? А все ли мы готовы слушать? Вы знаете, в греческом переводе, хочу прочитать место Священного Писания, 2 Коринфянам 1, 3, 4. Пожалуйста. 2 Коринфянам 1 глава, 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». И, пожалуйста, дальше. «Утешающий», обращаю ваше внимание, что делает? «Утешающий нас во всякой скорби нашей». И дальше. «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот в греческом оригинале слово «утешение» еще есть такой, как смысл увещевать и наставлять. То есть утешение – это не просто, знаете, как вытереть слюни. Знаете, как такое, как бы погладить по головке, сказать добрые слова, несколько как успокоить так человека и, как бы сказать что-то ему приятное, знаете, вот такое. Не только это. Смысл в том, что дать наставление и правильное увещевание.
И вот обратите внимание, что здесь апостол Павел говорит. Кто может увещевать? Кто может утешать? Тот, кто сам был в трудности, имел страдания, имел какие-то проблемы, и что? И прошел их. Тот человек знает, как тому дать правильное наставление и правильный совет. Обратите внимание, здесь выступают две стороны. Сторона принимающая и сторона служащая. Но кто может послужить качественно? Тот, кто и когда-то сам был стороной принимающей наставления. Тот, кто и сам нуждался и, получив совет, наставление и утешение, и получив некий жизненный опыт, потом что может? И дать наставление правильно и другому. Вот в этом как раз и сила действия Духа Святого. Его сила в том, что дать не просто утешение, дабы некое какое-то, знаете, успокоение, а дать качественное, правильное, верное направление решению проблемы. Итак, что мы о чем будем говорить? Мы первое будем говорить о том, что как решать проблемы. Все мы видим, что проблемы, возникающие в нашей жизни, как мы хотим их решать? Мы хотим их решать сейчас и быстро. Не хватает у нас терпения, мы не хотим иметь какое-то ожидать, мы хотим все это делать сегодня и сейчас. Один брат, пастор, свидетельствовал, он рассказывал такой пример. Он приехал в одну церковь, и к нему подошел мужчина и говорит: дорогой брат, помолись, пожалуйста, чтобы Бог воскресил мою жену. Она, говорит, давно умерла, но пусть Бог ее воскресит мне назад. Он говорит, он понял, что молиться я не могу за такое. Он отозвал этого брата и беседовал с ним. И в процессе беседы оказалось, что когда жена умерла, он остался один. И вот это, как бы сказать, состояние, когда он считал, что Бог несправедливо забрал рано его супругу, оставив его одного, у него в сердце было негодование, возмущение, а подчас, может, даже и обиды на Бога, что Бог несправедливо по отношению к нему. И он говорит, пусть Бог возвратит мою ситуацию жизненную назад, как мне было хорошо вместе с моей супругой. И пастор ему, брат дал ему наставление. По слову, по Писанию, ссылаясь о том, о чем говорит Писание. И вот здесь, дорогие мои братья и сестры, решение проблемы очень важно. Когда мы решаем проблему, а еще имея свой личный жизненный опыт, ссылаться на авторитет Священного Писания. Слово Божье, оно есть тот свет, который проливает на решение наших проблем. Подчас это то слово, которое не быстро решает эти проблемы. Бывает этот путь очень длительный. Вы знаете, читая Священное Писание, вот я задался желанием начать весь Новый Ветхий Завет заново прочитать. И читая историю вывода израильского народа, вдруг у меня глаза наткнулись на такое место. Бог встречается в терновом кусте, горящем с Моисеем, и говорит: «Выведи народ мой из Египта». Моисей начал как-то немножечко прикословить, мол, может кто-то другой, я вот не совсем совершен, я не совсем могу это делать, и у меня есть недостатки. А Бог говорит, нет, ты поведешь. Но что интересно, самое-то главное, одно дело Бог поручает вывести Моисею народ, а в другом он говорит, а я ожесточу сердце фараона, который не будет отпускать вас. Складывается интересно, да? Господи, ты поручаешь вывести, ну зачем ты ожесточаешь сердце фараона? Ну мы тихо, мирненько выйдем, придем, поклонимся фараону и скажем, спасибо за время приюта нашего. Мы пошли поклоняться Богу нашему. Спасибо за все.
А Бог, видите, как интересно. С одной стороны говорит, Моисея выведи, а с другой стороны ожесточает сердце фараона. Это о чем прообраз? Это о чем прообраз для нас с вами? Что проблемы не так быстро решаются. Не так, как мы думаем, что вот раз, как говорят, гордий в узел зал, разрубил и все. Подчас проблемы решаются более очень трудно и сложными. То есть в этом нужно что? Иметь ведение и понимание о замысле Божьем. По отношению к каждому из нас, по отношению к тебе, ко мне, моим родным и близким. Вот я думаю о детях, да? Вот думаю, интересно, мы рождаем детей, они вырастают, и все, они практически становятся уже не наши дети. Не в плане юридическом, а в плане нравственно-духовном. Они уже самостоятельны, у них уже свой взгляд, свое понимание, у них какие-то некоторые свои уже представления о образе жизни, как надо вести. И ты понимаешь, что у тебя влияние и возможность помочь им очень ограничена. Почему? Потому что они уже имеют что? Персональную свое уже взгляд. И здесь только ты понимаешь, что твое упование уже только на того, кто дал тебе их, на Бога, который как тебя воспитывал, утешал, наставлял и направлял, так же Он позаботится и о них, потому что они Его также дети. И Он будет их наставлять, увещевать и направлять. Итак, поэтому решение проблем, дорогие мои братья и сестры, мы сегодня будем смотреть, это подчас не так просто. Мы просто вот говорим что-то раз так, да? Но здесь очень важно понимать, что Бог тот, кто знает, каким образом, как их вывести, решить эти проблемы и как нас провести. И поэтому следующее, о чем мы говорилось, как мы проходим эти проблемы. А для чего эти проблемы иногда возникают? Вы не задумались, почему проблемы возникают в нашей жизненной ситуации разного образа? А эти проблемы, они являются сигнализаторами. Знаете, это, как бы сказать, той лакмусовой бумажкой, которая показывает, какое наше внутреннее состояние. Вот смотрим мы среди апостолов, апостол Павел пишет, да? Он говорит, как он узнает, как можно узнать, кто вы, говорит? Он говорит, а я знаю, что вы плотские люди. Они говорят, а как ты, Павел, узнал, что мы плотские, а не духовные? А он говорит, а если между вами есть что? Равить, разногласия, споры и прочее, прочее, то, говорит, это категория не духовных людей, это категория людей плотских. То есть это такой, как бы сказать, сигнализатор, показатель состояния душ. Так вот, проблемы, возникающие в нашей жизни и появляющиеся, они о чем-то нам сигнализируют. Они сигнализируют о нашем каком-то внутреннем состоянии. О том состоянии, на которое Бог хочет и наше внимание обратить. И помочь это состояние привести в правильное соотношение с Богом. Как же это состояние можно привести в правильное состояние с Богом? Давайте мы прочитаем Судей, 15 главу, 7 стих. Книга Судей, 15 глава, 7 стих. Книга Судей, 15. «Самсон же сказал им, хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим тогда, как и тогда только успокоюсь». Помните эту историю, да? Когда они обидели Самсона, филистимляне, и он наловил молодых лисиц, и связал их хвосты, поставил факел, и они сожгли все поле у филистимлян, пшеничное. Вот. И что говорит Самсон? За то, что они так со мной поступили, я отомщу вам, и только тогда успокоюсь. Как часто мы решаем проблемы? Как часто мы решаем проблемы? Первое, что мы делаем, у нас возникает желание отомстить. Воздать должное. Я вот тут недавно Антона возил в школу, и мы, как сказать, возвращались с супругой. И на перекрестке водитель передо мной стал по центру. Я за ним, я ему сигналю, мол, по правилам положено перекресток освободить, хоть на какой знак светофора, ты должен его освободить. Он стоит. Но мне деваться некуда, я стал посереть
перекрестка, мы стоим два. Вот. Потом загорелся зеленый сигнал у нас. Он поехал, я за ним. А он, знаете, то ли недавно, все по правилам. Вот так огибает перекресток, там, знаете, как все как положено. А у меня внутри такое, ну, я сейчас тебе воздам. Я подрезаю его, на короткую ухожу, вот, и он мне сигналит. Я говорю, тебе не понравилось? Мне тоже, говорю, не понравилось, говорю. Когда ты встал посередине, говорю, вот, дороги, еду, а мне Дух Святой говорит, Юра, что ты делаешь? Что ты делаешь, мне Дух Святой говорит. Ну ты за зло сдал злом. Ну, что ты делаешь? И мне так стало стыдно, вы знаете. Сразу докосил, говорю, Господи, ну прости меня, не пободрствовал, ну прости. Вот, казалось бы, такая мелочь, да? А с такими обстоятельствами мы встречаемся постоянно. Мы встречаемся очень постоянно. Что здесь Самсон говорит? Только тогда успокоюсь. Когда в наш адрес произошло что-то, что происходит в нашем сердце? Мы теряем мир, мы теряем покой. Приходит такое чувство дискомфорта, приходит такое чувство, знаете, неудовлетворенности. Мы теряем покой. А это о чем говорит? О том, что наше сердце нуждается в утешении и в утешителе. И утешителем здесь выступает кто? Господь со Словом Своим. И Господь нам говорит, что не воздавайте, что? Зло за зло. Но воздавайте за зло чем? Добром. И будете кем? Сынами Бога Всевышнего. И думаешь, Господи, Ты хорошо эти места знаешь. Ты хорошо эти места цитируешь, ты хорошо эти места проповедуешь. А как приходит до практики, да? Понимаешь, что не всегда ты оказываешься на должной высоте. О чем это я хочу сказать, дорогие мои братья и сестры? Вот это как раз говорит о том, что еще, сила нашего, упования, она нуждается в том, чтобы возрастать и укрепляться. Что мне еще бы хотелось по этому вопросу сказать, дорогие мои? Прочитаем несколько мест Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:14. 1 Фессалоникийцам 5:14. 1 Фессалоникийцам. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». Пожалуйста, дальше. «Поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И обратите внимание, здесь Писание говорит, что утешайте малодушных. Вот мне стало интересно понять, а кто такие малодушные? Малодушие – это немощь души человека, проявляющаяся в таких его способностях, как нерешимость, отсутствие твердости характера, чрезмерная боязливость, отсутствие решимости и последовательности в деле следования заповедям Божиим. В роли этих малодушных иногда оказываемся мы сами, проявляя где-то нерешительность, где-то боязливость, где-то недоверие. Вот вспоминая, какие события происходили в рождении Иисуса Христа, но происходили те события, которые не всегда вкладывались в естественное понимание человека. Девушка Мария зачинает, рождает Иисуса, и при этом никто в участии в этом людей не принимал, без участия человека. Феномен. Просто феномен. Трудно подчас и объяснимый, да? Что происходит дальше? Елисавета, да, со своим мужем, уже в летах преклонным, он священник, да? И у них не было детей. И вдруг она также забеременела и ждет дитя мужского пола, да? Такие чудеса. И все на вроде начинают переговаривать, перешептывать. И то, и то, и то, и то, и то. И вот подчас думаешь, как Бог иногда нестандартно действует. Как Бог иногда действует не шаблонно. Как Бог иногда действует не так, как нам привычно. О чем это я хочу сказать, дорогие мои?
Вот доверять, утешаться и доверять Богу, да, вот здесь как раз надо быть, что? Быть готовым, что не всегда в нашей жизни будет так, как мы представляем, не всегда так, как мы планируем, не всегда так, как мы, может, подчас и даже хотим. Замысел Бога подчас очень удивителен. Я вот вам рассказывал вот про свой пример с мамой. А таких примеров, знаете, можно много рассказывать. Как Бог удивительно заранее заботится и печется о нас. Что этими словами хочу я вам сказать, подводя некоторые итоги. Первое, что... вот еще я, конечно, не сказал, о чем хотел тоже вот еще поделиться с вами, да. Вот еще бы хотел сказать. О чем мне хотелось еще сказать? Можем ли мы... почему я не могу утешиться, если Господь мой утешитель? Почему иногда мы не можем утешиться, хотя Господь выступает в роли утешителя? Вот здесь как раз очень важно понять, о чем мы говорили, для чего родился Иисус Христос. Чтобы прийти и избавить людей от грехов их. Иногда причина, то, что мы не можем получить утешение, это причина грех. Грех – то состояние, когда человек становится что? Черствым, человек становится равнодушным, безразличным. Человек по отношению к Богу умирает, и поэтому он не готов принимать это наставление, утешение. Вы знаете, вот часто молодые, да, поколения, они на нас как говорят? Они говорят так же, как мы говорили в свое время нашим родителям. Родители, вы устарели, вы ничего не понимаете, сейчас век уже модернизма, новые технологии, вы отстали, вы ничего не понимаете. Я с ними согласен отчасти, правильно. Тот век, в котором мы жили, не был такой технологичный. У нас не было айфонов, у нас не было айпадов, GPS-навигаторов у нас не было, правильно, Николай Александрович? Но мы везде всегда ходили, везде всегда успевали, всегда имели общение, всегда, как бы сказать, приходили вовремя, не опаздывали. Дело-то не в технологичности или в каких-то материальных возможностях. Дело-то в чем? Дело в состоянии сердца и души человека. А вот в этом плане, здесь как раз состояние души, оно не зависит от внешних обстоятельств. Оно зависит от общения тебя и Господа Иисуса Христа, от твоих личных отношений с Богом. Какие бы ни были технологические обстоятельства, но человек тот же остается. Да, его возможности увеличиваются, какие-то, да, но сам по натуре человек остается тот же самый. Тот же самый. Молодежь, дети подрастающего поколения. И мы, родители, должны понимать, что мы такими, какие есть. И вот утешение, почему очень важно здесь? Подчас мы не готовы принимать и подчас по каким критериям? Во-первых, мы не доверяем тот, кто нас наставляет и утешает. Мы не считаем его авторитетным. Мы подчас не считаем его опыт достойным. Правильно? То есть мы подчас выбираем тех людей, которые бы, может быть, нам близки по каким-то другим взглядам и понятиям. Что из этого я могу сказать? Вы знаете, Бог может по-разному найти возможность, как наставить, как утешить. Главное в этом, чтобы это было утешение во Христе, в Боге, через Его Слово. Вот здесь очень важно понимать, потому что часто утешение и наставление человек может получать противоположное. Противоположное библейскому взгляду, христианскому взгляду. Могут дать наставление, совет. А сейчас мы видим, что общество настолько стало, как бы сказать, далеким, оторванным от Бога, что подчас советы эти, они противоположные. Что этим хочу я сказать? Почему человек не может утешиться? Почему человек иногда не может получить покой внутри? Потому что он не готов прощать. Первая причина, почему человек не может получить внутреннего успокоения в свое сердце, потому что он не готов простить своего обидчика. Тот, кто ему нанес боль, тот, кто нанес ему травму, он не готов прощать.
Что говорит Писание? Давайте мы прочитаем одно место Священного Писания. И написано: «И Бог мира будет с вами». 2 Коринфянам 13:11. 2 Коринфянам 13:11. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». И Бог любви и мира. Обратите внимание, когда Бог приходит любви и мира в твое сердце и в мое сердце, тогда, когда мы что делаем? Ищем Бога, совершаемся, утешаемся Его Словом, принимая Его во внимание, да? Получая, как бы сказать, прощая людям, да? Получаем внутренний покой. Мне один брат рассказывал, свидетельство интересное, говорит: ты знаешь, брат Юра, интересное, говорит, такое, говорит, заметил за собой явление. Вот, он недавно, говорит, судился я с одной организацией, говорит, я добился своего, выиграл суд, говорит, казалось бы, надо радоваться, а внутри, говорит, такая пустота. А внутри, говорит, такое опустошение. Да, я добился, говорит, своего, говорит, да, справедливость моя, говорит, восторжествовала по-человечески, а внутри, говорит, опустошение. Иногда Писание говорит, да, лучше вам остаться какими? Обиженными, чем-то ограниченными, чего-то лишенными, да? Вот это как раз то метод и сила, через которую Бог действует. Вот надо признаться, мы не всегда готовы в такое положение поставить себя. Мы не всегда готовы оказаться в роли людей ущемленных, да, которых унизили, которых, может быть, еще как-то, да, пристыдили. Не всегда мы готовы. Надо честно признаться, дорогие братья и сестры. А это о чем говорит? О том, что еще у нас есть куда возрастать во Христе Иисусе. Есть у нас еще то, что нам надо еще, чтобы Бог наполнял наше сердце, чтобы Бог мира и покоя пребывал в нашем сердце. Не знаю, братья и сестры, как-то немножко, может быть, скомканно у меня получилось, не совсем так празднично, как Даниил Васильевич, может быть, хотел, да. Но вот почему-то мне положилось на сердце поделиться, рассказать вот на эту тему. Потому что часто мы утешение ищем не в Боге. А это очень важно, получать утешение от Бога. Мы как-то вот на домашней группе беседовали и рассуждали. Может ли христианин быть одиноким? Как вы думаете? Вот можете мне не отвечать. А для себя ответьте. Может ли христианин быть одиноким? Мы размышляли, поделюсь нашими размышлениями на группе, Есть два вида одиночества. Первый вид одиночества – это состояние, а вторая – форма. Что такое состояние? Состояние – это внутреннее, понимание смысла твоего бытия, твоего предназначения, для чего ты живешь, зачем ты живешь, что будет с тобою, куда ты стремишься. Это глобальный, да? И когда человек имеет Бога в своем сердце, он не может никогда быть одиноким. Потому что ты и троица уже четверо. А четверо не может быть скучно. Не может быть. Но как форма социальная, человек может быть ограниченно иметь количество друзей, количество, с кем он общается. И это вполне нормально. Мудрые люди, знаете, говорят, чем старше люди становятся, тем они уже делают круг друзей. Тем уже круг друзей у них становится. Да, круг друзей становится уже. О чем это я хочу сказать, дорогие мои братья и сестры? Все о том же, что возрастание в Господе Иисусе Христе нашем, оно имеет только тогда успех и силу, когда мы основываемся не на своих понятиях, не на своих взглядах, не на своих представлениях. Вот. Помните, как одно место Священного Писания говорит: «А я думал». Вот когда мы думаем, мы часто иногда ошибаемся. Но когда ты берешь и смотришь, как Писание говорит по той или другой проблеме, как Бог говорит по той или другой проблеме, и смотришь, да, это может быть путь непростой, простить, остаться непонятым, остаться, высмеянным,
остаться, как сказать, униженным. Но только тогда ты получишь что? Покой в своем сердце. И что важно для нас? Добиться нашего человеческого какого-то авторитета, признания и уважения или иметь мир с Богом? Как интересно получается. Иногда при получении одного мы теряем другое. Поэтому я благодарю Бога, что мы здесь можем говорить об этом. Я благодарю Бога, что у нас есть та атмосфера Духа Святого, где мы можем делиться, чтобы научаться во Христе Иисусе, в Господе, возрастать, пребывать в Нем. Пусть Дух Святой будет вашим утешителем, мои братья и сестры. Пусть Дух Святой будет тем самым сокровенным вашим другом, который поможет вам в решении ваших проблем. И заканчивая свою проповедь, я хотел призвать вас к молитве. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе, что Ты дал нам Духа Святого. И в Духе Святом мы получили ту силу и помазание, которое Ты наделил каждого из нас. Быть утешаемым и иметь способность и другим передать утешение. Это та сила, через которую сегодня люди обретают способность жить дальше. У них есть стремление дальше трудиться, жить. Боже, мы видим, как грех, проникая в сердце человека, убивает в нем самое ценное, самое главное – желание жить. Но Ты пришел, Господи, для того, чтобы разрушить дела дьявола. И мы благодарны Тебе, что Ты дал нам, Господи, в свою помощь и свою силу Духа Твоего Святого. И только в Духе Святом мы можем, Господи, побеждать грех и препятствия, и все козни дьявола именем Господа нашего Иисуса Христа и силой Его Святого Духа. Мы часто, Господи, бываем непокорны, мы часто бываем непослушны. Часто в нашей жизни и практике мы видим, что наши слова и дела, они не всегда соответствуют. И в этом мы, Господи, видим еще свою бедноту, свою скудость. И осознаем, что как мы еще нуждаемся в Твоем присутствии, в том, чтобы Ты Духом Святым наполнял наше сердце. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты создал церковь. И в церкви это есть, Господь, провозглашение Твоей истины. Потому что Ты наставишь, написано, на всякую истину. И будешь, Господь, свидетельствовать о себе. Спасибо, что Дух Святой говорит нам о Тебе, указывая, что в Тебе есть тот источник силы, в котором мы нуждаемся. Спасибо Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь.